Перевод группы Дизимания. Озвучен релиз группы CS Дизи специально для сайта dizimania.ru. Роли озвучивали Артем Борисов и Анастасия Гайдаржи. Никто не знает. Если ты лжешь, чтобы избавиться от меня, это не ложь. Мой дядя рассказал мне. Все рассказал. Я знаю, говорю. Что рассказал дядя? Что рассказал дядя? Кто мой брат? Где он? Говори, рассказывай все, что знаешь. Хорошо, хорошо, расскажу. Но если расскажу, то ты меня не убьешь. У тебя нет права торговаться, Уйгар. Рассказывай, что знаешь. Говори. Хорошо, хорошо, расскажу. Хорошо, постой, я расскажу. Твой брат не так далеко, как ты думаешь. И дядя твой говорил то же самое. Говори, кто мой брат? Хорошо, хорошо. Твой брат. Али. Что вы тут делаете, господин Курт? С тех пор, как умер Кёксал, мы гнались за ним. Следили за всеми его телефонными звонками. Ждали, чтобы он совершил ошибку, Али. Он совершил ошибку. Я поймал его с пистолетом, из которого стреляли в Кёксала. Остальное доверь нам. Нельзя. Нельзя. Он сначала должен мне кое-что рассказать. Что? Что рассказать? Кто мой брат? Где он? Он расскажет мне это. Али, даже мы этого не знаем. Откуда ему знать? Ты веришь ему? Ему дядя рассказал. Давай, рассказывай. Кто мой брат? И где он? Давай. Давай, рассказывай. Рассказывай, что знаешь, рассказывай. Я ничего не знаю. Я был вынужден, чтобы ты ничего со мной не сделал. Я солгал. Вот сейчас ты лжешь. Ты говорил, что знаешь. Ты говорил, что знаешь. Знаешь, где мой брат? Говори. Не знаю. Правда. Я придумал это все, чтобы ты меня не убивал. Ты лжешь. Ты сказал, что тебе рассказывал дядя. Последний раз спрашиваю, где мой брат? Кто мой брат? Хорошо. Дядя знал. Я тогда и узнал, что у тебя есть брат. Спросил у дяди, но он не сказал. Сказал, что информация — это сила. Если будешь знать, то все испортишь, так сказал. Ничего не рассказал. Лжешь. Говори. Говори. Кто? Говори. Не знаю. Али. Он не знает. Оставь. Нельзя. Я не оставлю, пока он не скажет. Али, что ты хочешь сделать? Убьешь человека? Это решение, Али? Смотри, он хочет ударить тебя по самому больному месту. Оставь уже. Он ничего не знает. Оставь. Заберите его в машину. Ты сделал правильно, Али. Он понесет наказание. Давай, езжай к сыну. Остальное на нас. Я не могу сесть в тюрьму.
Нет, я не могу сесть в тюрьму. Поворачивай направо. Выходи. Что случилось? Почему мы тут остановились? Пойдем. Куда? Куда ты ведешь меня? Я спрашиваю у тебя. Говори же, куда мы идем? Что вы сделаете? Отвечай. Что случилось? Ты спас меня от рук Али. Теперь убьешь? Постой, не смей. Не смей убивать меня. Нельзя. Если думаешь, что ты убьешь меня, я замолчу, ты ошибаешься. Я тебе сказал, что вся информация у меня. Я все загрузил. Если ты со мной что-то сделаешь, то Али все узнает. Не делай, говорю, не делай. Ты делаешь очень правильно, что спасаешь меня, господин Курт. Пути назад нет, Уйгар. Ты сядешь в тюрьму. Я не сяду в тюрьму. Говорил тебе. Ты спасешь меня. Если со мной что-то случится, то нам обоим конец, господин Курт. Он расскажет мне о том, кто мой брат. Али, этого даже мы не знаем. Откуда ему знать? Ты веришь это? Ты что-то скрываешь, господин Курт. Сейчас не знаю, но рано или поздно выйдет наружу. Я вытащу. Ты сядешь в тюрьму. Останешься там на некоторое время, а потом выйдешь. Если я тебя сейчас оставлю, думаешь, Али оставит тебя? Не будь идиотом. Али обязан увидеть то, что ты сел в тюрьму. Другого выбора нет. Или ты примешь, или, как ты и сказал, нам обоим конец. Али? Все закончилось, да? Кошмар под названием Уйгар закончился. Закончился, Севда. Закончился. Уйгар сел в тюрьму и никогда не сможет оттуда выйти. То есть мы избавились от Уйгара? Больше не сможет стать между нами, да, Али? Нет, Севда. Не сможет. Ни Уйгар, никто другой. Никто не сможет встать между нами. Никто.
Моя очередь. Наложи много плова. Парень, вставай в очередь. Ты мне сказал? Да, тебе сказал. Мы просто так стоим в очереди, давай. Терпение. Накладывай, накладывай. Парень, это неуважение. Неуважение? Сынок, сколько ты тут? Все еще не понял, что такое уважение? Идиот. Давай, иди. Отойди. Ты как разговариваешь, а? Смотри на меня. Ты кому говоришь? Вот тебе еда. Наложил, бери. Эй, прекратите. Выходи. Из-за того, что Уйгар Сарыкая отказался от развода, процесс продлили. Очень долгий процесс. Это человек-убийца моего отца. Как они могут позволить остаться нам женатыми? Госпожа Севда, потерпите немного, скоро будет заседание. Как вступит в дело его срок, вас сразу разведут. Почему так смотришь? Ты согласна? Быть со мной двумя половинками одного яблока. Да. Когда мы будем делать покупки для своего дома? Помидоры. Я хотела взять перец. Перед тем, как взять твою руку, перед тем, как признаться в своей любви, мой мир разрушился звуками моей второй половинки. Помидоры, перец, баклажаны. Помидоры, перец, баклажаны. Лишь бы я мог открыто сказать тебе о своих чувствах. В момент, когда мы сталкиваемся глазами, будто язык вмиг заплетается, я не могу говорить. Перед тобой. Помидоры, перец, баклажаны. Помидоры, перец, баклажаны. В момент, когда мы сталкиваемся глазами, будто язык вмиг заплетается, и я не могу говорить. Перед тобой. Помидоры, перец, баклажаны. Помидоры, перец, баклажаны. Все для меня пустое. Я крепко обниму тебя. Хюдаварди, постой, что происходит? Помидоры, перец, баклажаны. Хюдаварди, что ты делаешь? Пою песню. Ты тоже пой, вместе будем петь, как брат-пилот и сестра Дуйгу. Давай, ты тоже пой. Нет. Ты пой сам, я пойду. За миг весь мир мой потемнел. Помидоры, перец, баклажаны. Долго ждал меня? Даже ждать тебя прекрасно. Потому что знаю, что в конце воссоединимся. Пойдем. И? Как дела с адвокатом? Пока Уйгара точно не обвинят, суд нас не разведет. Обвинят, точно, Севда. Этот тип не выйдет оттуда. Не переживай. Не выйдет, да? Нет, не выйдет. И? Как Алиджан? В порядке. Я был с ним. Ничего не осталось. Он как огурчик. Хорошо, слава богу. Я опоздала? Постой, постой. Иди немного позже. Что будет-то? Нет, нельзя.
Я отпросилась и так из-за того, что встреча с адвокатом. Будет стыдно. Хорошо. Если пойдешь немного позже, будут ругаться? Начальник? Нет, он очень милый. И если увидишь, и ты очень его полюбишь. Спасибо, ему постоянно дает разрешение с того момента, как я вышла на работу. Не хочу пользоваться хорошими намерениями человека. Моя доброжелательная возлюбленная. Ты не обязана быть официанткой, ты знаешь. Ты сильно устаешь. Может, ты не будешь на меня давить по этому вопросу, Али? Я очень счастлива. Хорошо, но делала бы другую работу. Я и так делаю хорошую работу. Я пытаюсь стоять на своих ногах, при этом не нуждаться в ком-либо. Слава богу. Давай, я опаздываю. Хорошо, хорошо, давай. Я отведу тебя, проходи. Я дала обещание, что если Алиджан выздоровеет, я с ног до головы одену 10 сирот. Сейчас же нужно выполнить. Мой внук вылечился, но моя дочь никак не может. Ох, мама. Что? Ты такая, потому что вы поругались с Али, я что, не знаю? Это затрагивает мою гордость, мама. Я не хочу, чтобы он увиделся с той девушкой. Что бы я ни делала, не могу помешать. Тогда увидимся. Али, я хочу, чтобы ты познакомился с моим начальником. Можно? Не стоит, Севда. Давай, раз приехал сюда, не обижай меня, пожалуйста. К тому же тебе не интересно рядом с кем я работаю? Интересно, интересно. И? Хорошо. Но в качестве кого меня представишь? В качестве любимого. Любимого. Да. Я разве не твоя возлюбленная? Даже постой. Представлю в качестве жениха. В итоге мы дали друг другу слово. Больше никогда не расстанемся. Давай. Очень милый человек, ты тоже очень полюбишь, если узнаешь. Он тут. Господин Орхан? Здравствуйте. Добро пожаловать. Кто этот господин, Севда? Мой возлюбленный. Мой жених. Али Хюроглу, мой начальник, господин Орхан. Очень приятно, господин Али. И мне. Госпожа Севда, вы почему пришли? Я опоздала. Прошу прощения, даже не заметила. Обещаю больше не повториться. Обещаю. Нет, нет, я же вас сегодня отпустил. Я поэтому спрашиваю. Госпожа Эйфен помогает мне тут. Я не услышала, прошу прощения. Спасибо большое, кстати, спасибо. Не за что. Ты паниковала впустую, Севда. Немного да. Раз я пришла, то помогу госпоже Эйфер. А ты подождешь? Хорошо. Хорошо. А мы с господином Али выпьем кофе. Что скажете? Можно, господин Орхан. Тогда ваш кофе идет. Прошу. Ошибка твоя. Ты не хотела показывать ему ребенка после того, как он даст материал. Алиджан заладил, что хочет дядю Али. Что я могла поделать, мама? К тому же Али ни на один день не отлучился от больницы. Не отлучился от больницы, но и от этой девушки тоже. Что ты хочешь сказать, мама? Отец этой девушки убил твоего сына. Твоего сына. Зная об этом, Али не отказался от этой девушки. Что тебе еще нужно от этого человека? Потому что я люблю его, мама. Понимаешь? Люблю. Соберись с мыслями, дочка.
Сколько лет ты бегал от этого человека просто так? Увидев его, все заново зародилось. Оказывается, в ту ложь, которую рассказывала Алиджану, я поверила и сама. Считала его мертвым. Это не так. Он жил во мне. Я люблю Али, мама. Не делай его злым. Не делай, дочка. От этого человека не будет тебе пользы. Подумай об Алиджане. Мама, Али оставил свою прежнюю жизнь. Оставил пистолет. Поклялся. Создал себе чистую жизнь, как я и хотела. Но от Сивды он отказаться не может. Откажется. Должен. Я не позволю, чтобы он построил семью с дочерью убийцы нашего сына. Он больше всего захочет быть отцом для Алиджана. Я обратно заберу нашу семью, мама. Все еще не знает, да? Нет, брат, не знает. Если узнает, то устроит ураган. Ты не проболтайся, не говори ничего. Нет, я разве скажу? Как мы и говорили, она не знает. Не думай даже. Она тут в доверенных руках. Знаю, брат. Если бы не знал, то попросил бы, разве у тебя такого. Спасибо большое. Я приняла решение, мама. Я не оставлю все этой девушке. Как ты думаешь это сделать? Раз он не отказывается от этой девушки, то я буду играть по-другому. Смотри, раз твой папа меня отвлекает, если он не даст тебя мне, то сразу скажу, что нам нужно составить другой план. Буду вынужден тебя украсть. Что это за переход чувств? У меня нет перехода чувств. Никогда не было. Пилот, ты неправильно понял. Будучи романтичным принцем на белом коне, как ты внезапно превращаешься в грубияна, я об этом говорю. Ну, разве я не прав? Я разве не прав? Твой папа говорит, чтобы я пришел и попросил тебя. Я прошу, а он отказывается. Не принимает. Что случилось, господин пилот? Вы рассыпетесь, если подождете. Поймешь, когда будешь папой девочки. Что ты сказала? Папой девочки? Бог тебя заставил это сказать. Дай бог, однажды у нас будет дочка, и я стану папой девочки. Я... Ты куда полетел? Я не об этом говорю. Что ты говоришь? Я говорю, дом девушки, дом капризов. Должен подождать, чтобы папа убедился. Пойми ты немного человека. Он тоже пусть меня поймет. Я влюблен. Люблю. Как хорошо вышло, да, Ильхан? Спустя годы мы снова вместе, как семья, не сглазить бы. Конечно, конечно, очень хорошо. Чем ты занимаешься, Джафер? Все еще вещами? Стали начальством, Ильхан. Во главе поставили нашего умного сына. Дела в порядке, слава богу. Если семью нашего единственного сына увидим, то все. Пришло время уйти на пенсию и заниматься внуками, Ильхан. А где же ваша дочь? Дядя Ильхан, Дойгу придет, да?
Разве может не прийти, сынок? Конечно, придет. Пусть придет, заварит кофе нам. Да, госпожа, выпьем. Пусть заварит. Конечно. На самом деле я предложила вам кофе, но вы не захотели. Выпьем с рук нашей дочери. Вас утрудит. Выпьем, конечно. Тогда налью чай. Спасибо. Не за что. Я помогу на кухне. С вашего позволения. Конечно, господин Ильхан. Боже мой. Я сойду с ума. Ильхан, что они говорят, ради бога? Что говорят? Что значит, что говорят? Они пришли попросить руки Дуйгу, будто ты не понял. Дорогая, ничего такого нет. Тебе так показалось. Нет, мне не показалось. Я знаю, почему так вышло. Вы недавно встретились с ними спустя годы. Дуйгу отнеслась к парню хорошо, так как друг детства. Они неправильно поняли, поэтому собрались и пришли. Стыдно, услышат. Пусть слышит Ильхан. Дуйгу и пилот ушли за покупками. Если они сейчас вместе придут, пилот увидит их с цветами, конфетами, что будет? Что мы будем делать? И что такого? Пилота боятся? Нет уж. Правило такое. Одну девушку хотят 1000 парней, а берет один. Лишь бы я могла остановить этот момент. Именно этот вид. Почему? Что случилось? Что еще может случиться? Смотри, мы сидим напротив. Снова вместе. Я не думала, что мы можем быть вместе снова. Не могла думать, вернее. Что ты сможешь еще так же смотреть на меня с любовью. Все плохое прошло, Севда. Не думай об этом больше, пожалуйста. Что поделать? Не могу не думать. Будто тебя снова заберут у меня. Не знаю. Я хочу полностью проживать каждую секунду вместе. Будем проживать. Смотри, отныне я буду всегда рядом с тобой. Моей проблемой будет то, чтобы твое красивое лицо всегда улыбалось. До конца жизни будем вместе. Будем счастливы. Верь в это. Я каждую секунду и каждую минуту, что провожу рядом с тобой, счастлива. Не стоит ничего тебе делать. Я очень счастлива с тобой, мой Али. Ну и где? Ты была голодна, как волк. Рыба остыла, давай. Поела, поела. Ем, смотри. Самая вкусная рыба в хлебе, которую ела за всю свою жизнь. Что случилось? Что случилось? Разве ты не видишь мое лицо? Уничтожили меня здесь. Как такое возможно? Мы разговаривали с начальником. Не руководство тюрьмы. Заключенные.
Уйгар, мы ничего не можем сделать заключенным. Они и так заключенные. Куртбей, сколько времени прошло? Вытащи меня отсюда. Ты сказал, терпи, и я терпел. Сколько еще я буду терпеть? Ты позвал меня, чтобы сказать это? Я умру, говорю, ты не видишь? Делай, что хочешь, но вытащи меня отсюда. Не тяни, Уйгар. На самом деле тянешь ты, Куртбей. Прошел день суда. Но я все еще не вышел с этой дыры. Выйдешь, подожди. Не могу я ждать. И дня не могу ждать. Либо как можно скорее вытащишь меня отсюда в соответствии с условиями нашего договора. Либо Али узнает обо всем, о чем я не сказал. Выбор за тобой. Надзиратель! Вы сделали меня игрушкой в руках этого Уйгара. Никак не смогли найти, куда он спрятал эти документы. Мы посмотрели везде, где возможно, господин. Ни Сарпу и никому другому из своих людей он их не давал. Я больше не могу отвлекать Уйгара. У меня нет другого выхода, кроме как вытащить его. А Али? Вместо того, чтобы он расквитался со мной, узнав всю правду, я выберу сомневаться в том, что Уйгар на свободе. Как хорошо сделали, что пришли, да? Разве не очень хорошо получилось, что наши выходные дни так совпали? Иди-ка сюда. Зачем? Идем. Хорошо. Ну вот, я села сюда. Нет, этот негодяй чешется. Жди здесь. Кто? Ну-ка, иди сюда. Что смотришь уже 2 часа? Я спутал вас кое с кем, поэтому смотрю. Али. Что ты делаешь? Ты? Разве ты не Али Хироглу? Я Мерих, с детского дома. Вспомнил? Тот самый, Чирос Мерих. Чирос Мерих? Конечно. Это ты, иди сюда. Прости, брат, ты смотрел так пристально, и я подумал... И я не был уверен, прости. Здравствуй, невеста. Здравствуй. Постарели, но и так сильно изменились, Хироглу. После детского дома виделись лишь раз. И то около 10 лет назад, да? Да. Мерих очень близкий друг с детского дома. Севда. Так, значит, очень приятно. И мне очень приятно. Что ты здесь делаешь? Давай, идем, посиди с нами. Идем. Давай, проходи. Идем. Что смеешься? Что в этом такого? Ничего. Так кидаешь. Если так легко, давай сама. Хорошо. Но это везение. Потому что говорят, что красивые везучие. А ты очень красивая. Поэтому. Если думаешь, что вот так избавишься комплиментами, то ошибаешься. Проигравшие заказывают еду. Обычно мне не подобает заказывать еду девушке. Но ты напросилась. Хорошо, пусть так и будет. Победишь, значит. Смейся.
Я так проголодалась. Ладно, я закажу твою еду. Что за боулер в тебе сидит? Раздавила, обошла нас. Давай, пошли. А Сулейман? Ты его смог найти? Нет. Я совсем не переставал искать, но не нашел даже маленького следа. На самом деле я кое-что слышал, но из-за того, что у меня не было номера телефона, не смог сообщить тебе. Что? Что ты слышал? Однажды я делал репортаж о молодом человеке, который связался с темными делами. Парень, услышав, что я тоже из детского дома, сказал мне, что знает еще кое-кого с детского дома, сбежавшего, будучи маленьким, по имени Сулейман. А откуда он его знает? Где Сулейман? После того, как Сулейман сбежал, его забрал к себе какой-то Эрнико. Эрнико? Да. Человек из жестокой мафии. Взял к себе Сулеймана и вырастил. И использовал в каждом деле. Что ты говоришь, Мерих? Как такое возможно? Али, что происходит? Сулейман. Мой брат. Человек Эрнико? Это невозможно, Мерих. Что еще говорил парень? Это все Али. Больше ничего не знает. А когда это было? 7-8 лет назад. А потом? Потом Сулейман ушел от Эрника? Сказал же, другого он ничего не знает. И я потом потерял след парня. Но ушел ли он? Не знаю. Парень сказал, он его приближенный человек. Невозможно. Невозможно. Это не может быть правдой. Не знаю, Али. Может, парень и выдумал. Откуда мне знать? Может, другой Сулейман. Али, Сулейман. Приближенный человек. Эрнико. Убил моего сына, Мерих. Что? Моего брата. Он убил моего сына, которого звали так же, как и Сулейман. уже пришли, давай, если хочешь. Я подниму. Почему эти нежные руки будут носить эту тяжесть, красивая из красивых? Я подниму наверх без проблем, давай. Хорошо. Надеюсь, и после женитьбы ты будешь таким. Не испортишься, да? И если испортишься, то скажи сейчас, чтобы я знала. Как так? Как так испортиться? Ты как раз на меня тогда посмотри. Посмотрим. Правда ведь увидим? Твой отец все тянет и тянет. Не начинай опять. Нет, ты на меня поскорее посмотри, красивая из красивых. Сказала же? Посмотрим, испортишься или нет. В этом понимании. Как я люблю эту улыбку, если бы ты знала. Разве может человек так любить улыбку? Давай. Как были прекрасны те дни, не так ли, Ильхан? Еще лучше будут, да? Да, Халым. Мы пришли. Добро пожаловать, дочка. Что происходит? Они что, пришли просить руку Дуйгу? Добро пожаловать, красавица, дочка. Немного отдохни и сделай нам кофе.
А мы перейдем к причине визита, да, господин Джефхер? О боже, дай мне терпение. Да, Халым. Перейдем, конечно. Я тебе сейчас перейду. Мама, что происходит? Нет, ничего, дочка. Дядя Джефхер пришли навестить нас. Вот и все. Удивительно. С чего это они решили навестить? Чего вы стоите с пакетами в руках? Отнесите на кухню. Пилот. Ладно, хорошо. Я пойду. Раз уж визит должен быть коротким, не так ли? Не будем слишком беспокоить людей. Давай я возьму это дитя. Возьму, спасибо. Хорошего дня. Кто этот парень? Помощник овощника? Я пью простой, дочка. Конечно, конечно. Мой дорогой. Мой лев. Ты посмотри на него. Взял цветы, шоколад и пришел. Разве я тебе не скорблю эти цветы и шоколад? Ты пришел за своей кончиной пришел. После того, как Сулейман сбежал, его забрал Эрник, его приближенный человек. Али, Мой брат, оказывается, был рядом с моим врагом. Севда, а если, когда я мстил за сына, брата... Нет. Нет, 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 невозможно. Невозможно. О, Боже. О, Боже. Прошу, не испытывай меня этим. О, Боже. Али. Али, умоляю, успокойся, пожалуйста. Пожалуйста. Как я могу успокоиться, Севда? А если я убил брата по незнанию? А если я убийца брата, которого годами ищу? Нет, ты не убийца брата. Нет, Али, посмотри на меня. Я верю всем своим сердцем. Твой брат не умер. Твой брат жив. Пожалуйста, не думай плохо, умоляю. Мне срочно нужно поговорить с Куртбеем. Мне нужно поговорить с Куртбеем и убедиться в Хорошо, этом. хорошо, пошли. Поговорим, и ты увидишь. Давай, давай. Это... Я буду только воду. Почему? Тут такие вкусные блюда. После произошедшего мне только вода нужна. В желудке осела. Если хочешь, возьмем одно меню. И будем кушать вместе. Так можно? Можно, конечно, еще как можно. Выходите уже. Что вы там делаете столько времени? Выходите, и я вам преподам урок. Тому, кто положил глаз на мою дуйгу, я вырву глаза и отдам ему в руки.
Иди, иди сюда. Парень, ты надел не белое, а саван. Саван. Дуйгу, успокойся немного. Брось, в чем вина цветов, ради бога, отпусти их. Отпусти, в чем вина букета. Что тут происходит? Да, папа, ты скажи, что тут происходит? С каких пор ты начала требовать от меня отчета? Папа, на моем пальце кольцо пилота. Он месяцами ждал у двери, чтобы прийти попросить моей руки. А это что? Как вы можете согласиться на такое? Дочка, честное слово, мы не знали, что у них такие намерения. Они так неожиданно приехали, мы подумали, что они просто посидеть пришли, правда. Если бы мы знали про такое, разве мы согласились бы? Хорошо? Хорошо, тогда вы будете объясняться перед пилотом. Я не буду ни перед кем отчитываться за гостей, которые пришли ко мне домой. Пусть все знают свое место. Мама, вы сосватаете меня, Дуйгу, да? Постой, сынок, к чему такая спешка? Эти дела происходят не так быстро. Нужно немного времени. Разве они найдут кого-то лучше тебя, сынок? Я попрошу эту девушку для тебя. Да? Да. Тогда просим руки Дуйгу для меня. Давай зайдем к госпоже Ране, Джевхер. Я им сказала, что когда приедем, зайдем, чтобы некрасиво не было. Хорошо, хорошо. Тогда пойдем и выпьем чаю. Папочка, я тогда пойду к нам в магазин. Хорошо, сынок. Иди по делам, давай. Иди, иди. Моя безымянная могила. Иди. Брат, пойдем-ка с тобой туда. Иди сюда, иди, давай, давай. Помощник в овощном? Да, подмастерье. Я тебе сейчас такой мандарин продам. Парень, я жених Дуйгу, ты понял? Если ты еще раз косо посмотришь на Дуйгу, знаешь, что я сделаю? Я заставлю его пожалеть о том, что он появился на свет. И все его поколение. У нас не такое большое поколение, господин. Парень, ты что, отсталый? Ты что, отсталый? Я тебе что говорю, а ты мне о чем? Кому говорю? Мне говоришь, брат. Тебе говорю, тебе. Ты будешь держаться от Дуйгу подальше. Ты понял? Понял. Знаешь, что я сделаю с человеком? Я сделаю тебя безымянной могилой, никто даже не найдет. Что происходит? Что происходит? Что случилось? Эй, посмотри на меня. Он реально потерял сознание. Парень, раз ты такой трусливый, что ты делаешь рядом с Дуйгу? Парень, я тебя задушу, задушу. Задушу. Задушу тебя. Вставай! Дуйгу. Дуйгу, давай, открой уже дверь, не расстраивай меня. Не тяни. Твой папа тоже очень расстроен. Не так ли, Ильхан? Мама, вбейте себе это в голову. Я выйду замуж за любимого человека. Тяните сколько хотите, сколько хотите. Открой глаза. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Парень, ты же не притворяешься, чтобы я тебя не побил, да? Вставай! Брат-пилот, что случилось? А что случилось?
Этот козел потерял сознание. От страха потерял. Я тогда пойду в продуктовый магазин. Что ты будешь делать в продуктовом магазине? Куплю одеколон, чтобы привести в чувство. Парень, этот подонок и так одеколоном пахнет. Если зажигалку зажечь, он в воздух полетит. Что ты хочешь сделать? Что мне тогда купить в продуктовом? Ничего не покупай, Хидоверди, ничего. Возьми его с одной стороны, уберем его отсюда. Ты посмотри на костюм, испачкался. Он как будто костюм жениха надел. Что ты сказал? Жених? Какой жених? А ты очнись! Вставай, вставай, вставай. Стой, 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 не падай в обморок. Брат, ты побьешь меня? Ты разве оставил желание в человеке побить тебя, сынок? Оставил желание, парень. Посмотри на меня. Я тебя больше не увижу вблизи Дуйгу на 500 метров. Ты понял меня? Понял. Теперь ты идешь и говоришь своей семье, что Дуйгу — моя сестра до гроба. Хорошо? Скажешь, я никогда не смотрел на нее так. Ты услышал меня? Услышал, брат. Прекрасно. Твои уши хорошо работают. А об этих парнях ты никому не расскажешь. Ты понял? Понял. Давай, душа моя. Давай, дитя. Пропал костюм. Проваливай. Очень испачкался. Ты этого хотел? Очень испачкался, брат-пилот. А земля грязная. Костюм же белый, жалко. Добро пожаловать, Али. К добру ли? Я узнал кое-что новое о своем брате. Да? Что ты узнал? То, что он работает на Эрнику. Что? На Эрнику? Да. После того, как он сбежал из приюта, он присоединился к Эрнику. От кого ты это узнал, Али? От старого друга из приюта. От друга, который знал меня и Сулеймана. Главный вопрос такой, господин Курт. Почему ты этого не знаешь? Потому что тот, кто сказал тебе это, дал тебе неправильную информацию, Али. Если бы Сулейман работал на Эрника, то я бы обязательно это знал, Али. И зачем Сулейману этот подонок, Али? Смотри, господин Курт, я должен убедиться в том, что моего брата не было там в тот день. Потому что, если ты ошибаешься, и я вместе с Эрникой и его людьми убил там своего брата, я не смогу себя простить. И не только себя, но и тебя не прощу. Он не говорит мне, иди в такой-то день и попроси руки девушки, а чужого приглашает к себе домой. Посмотри на Ильхана. Разве такое можно сделать мне? Папа. Брат, ты почему так много об этом думаешь? Разве девушка тебя не любит? Похить ее и все. В конце концов, так и будет, видать. Но я не хочу, чтобы была неприятная ситуация. Я хочу, чтобы девушка вышла из отчего дома в свадебном платье. Будь что будет, пилот. Но ты приди в себя, брат. Честно, в последние дни я тебя не узнаю. Видат, что ты говоришь, парень? Что ты говоришь? О чем я тебе говорю, о чем ты мне? Не начинай снова. У меня нет сил слушать. Пилот. Что? Ты теперь в руки никогда не возьмешь пистолет? Так, брат? Я же сказал, что так и будет. Я дал слово Дуйгу.
А что же будет с обещанием, которое ты дал мне, брат? Плакать нельзя. Нет, плакать нельзя. И пока не отомстим за отца, умирать тоже нельзя. Ты забыл про клятву, которую мы вместе дали пилоту. Когда ты найдешь убийцу нашего отца, то чье ты обещание сдержишь? Когда мы найдем человека, убившего Эрнико, глядя ему в глаза, ты убьешь его или нет? Я тебе докажу, что там твоего брата не было, Али. Я найду список тех, кто в тот период работал рядом с Эрнико. Хорошо сделаешь, если найдешь. Найду. А ты увидишь, что Сулеймана там не было, и то, что ты не убийца брата. Али, что сказал господин Курт? Он что-то знает насчет твоего брата? О чем вы говорили? Потом расскажу, Севда. Добро пожаловать. Спасибо, душа моя. Как ты, брат Али? Sağ ol Zeynep'ciğim. İyiyim. Sen nasılsın? Я тоже хорошо. Вы к папе пришли? Да. Могу ли я чем-нибудь помочь? Yok. Нет. Yok. Нет, спасибо. Спасибо, душа моя. Görüşürüz. Увидимся. Увидимся. Тетя Хайрие? Тетя Хайрия, что случилось? Что-то случилось, что с тобой? Я с самого утра ищу работу. Не смогла найти работу, подходящую мне. Ты из-за этого с утра уже сколько дней выходишь из дома? Что мне сделать? Что мне сделать, Тухче? Я уже не могу этого вытерпеть. Не могу вытерпеть. Все происходящее для меня уже очень тяжело воспринимается. И для тебя мы как обуза. Пожалуйста, извини. Что это за слова, тетя Хайрия? Разве такое возможно? Ты ведь и так знаешь, за квартиру платит Севда. Да и ты готовишь кушать, помогаешь мне. Если вы уйдете, что же я буду делать? Спасибо, Тухче. Синан не приходит домой. И мама не может принять то, что мы живем у Тухче. Да и деньги, что я зарабатываю, всем известны. Ты и так знаешь. Этого недостаточно, чтобы нам снова поселиться в новом доме. Севда, ты же не позволяешь, чтобы я помог. Али, нам нужно научиться стоять на своих ногах. Мы повторно сможем стать одной семьей, если переживем это вместе. Хорошо. Я понимаю, но... И видеть тебя такой беспомощной меня убивает. Не расстраивайся. Я сумею. И себя, и всю семью снова поставлю на ноги. Хорошо? Ладно. Давай, мама будет волноваться. Я пошла. Хорошо. До встречи. Али? Мысли позитивно, договорились? Не позволяй негативным мыслям захватывать тебя. И твой сын будет рядом с тобой. И твой брат будет рядом. И, конечно же, я тоже. В таком случае я пойду. До встречи. До встречи.
Не открывай дверь. Упрямится, не открывает. Она не будет с нами разговаривать, Ильхан не будет разговаривать. Начнет говорить, Мираль. Что она будет делать, не заговорив, ради бога? Ильхан, это твое спокойствие меня убьет. Алло, Efendim? слушаю. Ha. Merhaba. Здравствуйте. Tabii tabii. Конечно, конечно, слушаю. Ne Что demek? сказал? Dünya По гроб bacım жизни demiş, сестра? Duygu için. Насчет Дуйгу? Ha, anladım. Понял. Yok, Нет, canım, Джеффер, estağfurullah, дорогой, ne какие kusur ya? проблемы? Yok, Нет, yok, нет, yok. нет. Tabii tabii tabii. Да, конечно. Я понимаю. Хорошо, ладно. Mesele yok. Проблем Tamam. нет. Хорошо, до встречи, пока. Hanıma da selam. И жене передавай привет. Давай, хорошего вечера. Что происходит, Ильхан? Что сказал? Будто не поняла, что сказал. Дорогой, еще разок скажи, что? Zeki, Заки насчет Дуйгу сказал, что она моя сестра по гроб жизни. Как же я рада. То есть, yani То есть они отказались просить девушку. слава Господу. Как же мне полегчало. Хорошо, хорошо, ладно. Давай я уберу это, пойдем спать, время уже позднее. Слава Богу. В этом деле что-то есть. dur bakalım. Давайте подождем, рано или поздно выйдет наружу. Я действительно из-за произошедшего... Тебе не нужно ничего говорить, моя Дуйгу. Ситуация и так с тобой не связана. Я все решил. Как? Выйди на минутку к окну. Позволь увидеть твое прекрасное лицо. Стой. Давай. Иди. Что ты сделал, пилот? Решил не теми старыми способами, что знаешь, дай бог. Смотри, если отец услышит... Я на дружеской ноте поговорил. Рассказал про то, как сильно люблю тебя. Рассказал о нашей любви. И парень оказался очень хорошим, он воспринял это с пониманием. Так говоришь. Ты уверен, что он так говорил? Моя Дуйгу, когда я тебе лгал, ради бога, не делай так. Смотри на меня. Может, спустишься вниз? У меня для тебя сюрприз есть. Не смогу. Мне нужно поспать, я очень устала. Да ладно. Как жаль. Хорошего вечера, господин пилот. Добрый вечер. Эзги, что ты делаешь в такое время на улице? А что со временем? И вообще, я буду отчитываться перед тобой, Дуйгу. Это... Вы идете на вечеринку? Да-да, я как раз собирался пригласить Дуйгу. Да, он приглашал меня. И вообще, ты можешь уже уйти, пожалуйста? Я иду. Сейчас же приготовлюсь и спущусь. Хорошо, я жду тебя. Иду. Стой. Эзги, Что такое Хюдаверди? Bir şey yok. ничего. Seni Я görünce решил geleyim подойти, dedim. увидев тебя. Pilot abi. Брат-пилот, хорошо, что ты пришла. Правда? Именно. Иначе Дуйгу не стала бы идти. Давай идем. Nereye Куда вы идете? На вечеринку? Ben de geleyim Мне mi? пойти с вами? Куда ты, Изги? С нами пойдешь. Мы хотим поехать наедине. Да. Мы идем наедине. Ну хорошо, я и так собиралась пойти с Хюдаверди. Что? Koluma Она взяла меня под руку. Birlikte gidiyoruz. Мы bence. идем вместе на вечеринку.
Господи, прошу, пусть Севда будет права. Пусть мой брат будет жив. Алиджан? Дядя Али, сюрприз. Мы пришли, ты обрадовался? Разве могу не обрадоваться? Да еще как обрадовался. Давай, проходи внутрь. Давай. Мамочка, что случилось, что с тобой? С моего прихода ты расстроенная, ну? Тебе вообще есть дело до того, как я себя чувствую? Ты расхаживай вокруг со своим Али. Какие гулянки, мама? Ты не видишь, сколько я работаю. У меня лишь сегодня был один выходной, и на этом все. Могли ли твои нервы немного сдать? А почему им не сдать? Из-за этого человека умер твой отец. Ты все еще не оставляешь этого человека. Мой отец стал щитом, чтобы успокоить свою совесть. Что будет, если ты немного положишь руку на свою совесть? Перестань уже обвинять Али. Перестань. Севда, ты все еще защищаешь этого человека. Все, что с нами случилось, произошло из-за твоей любви. Моего отца убила не моя любовь. Мой отец умер из-за одержимости этого негодяя Уйгара. Ты обманывай себя. Обманывай. Смотри, твоего отца нет. Мы остались одни. Мы остались одни. Если бы не было этой девушки, у нас не было бы дома, в котором мы смогли бы жить. Мы пришли сюда и влезли в ее дом, словно нахлебники. Тетя Хария, что это за слова? Мамочка, я же говорю, что работаю. Скоро арендую дом, говорю. Почему не слышишь? Почему немного не потерпишь? Ну, ради бога. С тем, что ты зарабатываешь, не то чтобы дом, даже курятник не арендовать. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Что мне еще сделать? Я стараюсь делать все, чтобы мы жили с гордостью, честью. Ты не видишь? Проснись немного, проснись. Стараний недостаточно, начни уже видеть реальность. Что ты хочешь сказать? В доме Уйгара мы были в удобствах, мы жили спокойно, нам было хорошо. Ты это хочешь сказать? Твоя дочь прямо перед твоими глазами каждый день умирала, ты не видела, мама? Теперь ты говоришь мне о том, чтобы я проснулась. Разве я это хотела сказать? Что хотела сказать в таком случае? Севда, дорогая, смотри, твоя мама сегодня очень устала. Севда, стой! Что это такое? Нет ничего веселого, брат, переключи эту музыку. Мы изнутри снаружи уже умереть успели. Ты посмотри на Хедеверди.
Сюда, Верди. Брат, пилот. Эзги смотрит? Посмотри, под впечатлением ли она? Откуда мне знать, сынок? Я что, измеритель впечатлений? Сынок, я тоже смотрю. Может, тоже подойдешь? Вместе потанцуем? Откуда мне знать такие вещи, сынок? Мне противоречит. Идем, идем, идем. Evet. Да, Senin я тебя слушаю, Азли. Ne söylemeye geldiysen söyle. Я очень много думала, Али. О несправедливом отношении к тебе. О том, какой большой ошибкой было держать сына вдали от тебя. Я больше не хочу врать Элиджану. Мы должны сказать ему правду. Он должен знать то, что ты его отец. А что произошло, Азли? Твоя мама, твои страхи, твои угрозы. Если мои враги узнают, что у меня есть ребенок, ты сказала, что боишься, что ему навредят. Что случилось, Азлим? Что изменилось? Мы здесь, Али. Если бы я не преодолела свои страхи, меня бы здесь не было. Согласна. Попытки одолеть сына от тебя были большой ошибкой. Я рад, что ты поняла это. Но как ты думаешь сказать это ему? Прекратить ложь сложнее, чем ее продолжать. Да, ты прав. Я знаю, что это нелегко. Я заставила его расти без отца при живом отце. Я не знаю, простит ли он меня. Но я больше не могу проявлять эгоизм. Останемся этой ночью здесь. Завтра утром я поговорю с ним. Он очень привык к тебе, Али. Сильно полюбил тебя. Ты был прав. Я не должна была этого делать. Но я решу это. Дядя Али, мы ведь хотели поиграть. Поиграем, Алиджан? Я тебя жду. Во что будем играть? В пожарных. Моя любимая игра. Но я шофер. Давай. Мы снова будем вместе, Али. Ты и я, и наш сын. Мы будем счастливой семьей.
Браво! Клянусь, это было прекрасно. Браво! Браво! Ты легенда, брат. Ты был великолепен, это было замечательно. Очень хорошо. Легенда. Я не видела такого танца никогда. Ты звезда. Брат, что ты сделал? Что это были за танцы? Ты был очень хорош. Съем тебя, ты очень сладкий. Подожди, я должна сделать с тобой фотографию. Идем. Дорогая, можешь отойти? А с тобой что происходит? Хьюда Варди, можешь ей сказать? Что ей сказать, Эзги? Тебя каждый прохожий может поцеловать? Не может целовать? Не может. Мы попали. Ну и хорошо, тогда мы уходим. Идите, здесь все окончено. Эзги, ты приревновала меня? С какой стати? Но ты сказала, что меня не могут целовать все. Значит, только ты можешь целовать. Хьюда Варди, оставь меня в покое. На самом деле, если постарается, думаю, сможет получить какую-то награду в таких танцевальных конкурсах. Если ты продолжишь так шутить, я встану. Хорошо, хорошо. Это из-за того, когда Хьюда Верди это сделал? Так сделал. Я это сделал, ну, уступил. Шутки в сторону. По-моему, это было впечатляюще. Если хочешь, еще раз танцую. Я не спал до утра. Как мы скажем Алиджану? Интересно, как он отреагирует? Я очень взволнован. А если он проявит бурную реакцию? На самом деле, я тоже очень боюсь Али. Но откладывать еще больше несправедливо по отношению к нему. И если он узнает позже, будет сложнее принять, так говорят. Если бы я услышал, как он называет меня папой. Услышишь. Поверь мне. Мама, доброе утро. Смотри, завтра готов. Давай. Ваше молоко с бананом готово, господин? А откуда ты знаешь, что я люблю? Не знаю. Я тоже очень люблю, поэтому... Дядя Али, как же сильно ты похож на меня. Я хочу стать пожарным. Ты тоже хотел им стать. Я боюсь уколов. Ты тоже. А сейчас молоко с бананом. Правда, мама? Да, сынок. Давай. 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 Приятного аппетита. Слушаю, госпожа Нермин. Госпожа Севда, адвокаты господина Уйгара срочно хотят встретиться. Думаю, они будут требовать сделки. Сегодня невозможно. Я только вчера брала выходной на работе. Сегодня никак не могу прийти.
Понимаю, но было бы хорошо, если бы вы пришли хотя бы на пару часов. Это важно для дела. Хорошо. Хорошо, я попытаюсь прийти. Доброго дня. İyi günler. Господин Орхан, Да. извините, пожалуйста. Не знаю, как сказать. Но есть очень важное дело с адвокатом. Знаю, я вчера брала выходной, но если попрошу, позволите ли сегодня уйти? Конечно, можешь уйти, нет никаких проблем. Большое спасибо, правда, огромное спасибо. Обещаю, завтра все возмещу. Спасибо. Давай. Алиджан, подойди ко мне. Идем поговорим немного. Давай. Ты будешь злиться, мама? Но я ведь не капризничал. Нет, сыночек, зачем мне злиться на тебя? Разве такое возможно? Мы хотим спросить у тебя кое-что. Нам стало интересно, если однажды твой папа бы вернулся, как в сказках, если бы назвал тебя сынок, что ты сделаешь? Наверное, очень обрадуешься, правда? Нет. Не поняла, почему, сынок? Разве не было бы прекрасно, если бы папа пришел и обнял тебя крепко-крепко, если бы больше не отпускал? Это будет очень глупо. И такое случается только в сказках, потому что мертвые не возвращаются. Али, я очень удивилась. Я не ожидала такой реакции. Sen Какую реакцию ты ожидал? yıllarca Ты годами babasını говорила ему, что его отец умер. birden Ждала, что он kabul сразу все примет? Я сейчас еще больше понимаю, что совершила очень большую ошибку. Прошу прощения. Постепенно расскажем ему. Он примет. Куртбей, bir şey mi ты oldu? что-то нашел? Али пришел. Вы смогли найти что-то? Весь список тут, Али. Все по одному записал вплоть до имени и фамилии. И? Бояться нечего. В тот период в возрасте твоего брата никто даже не работал, сэр Нико. Господи, хвала тебе. Али, есть кое-что другое, что я хочу тебе сказать. Что? Уйгар.
А вы сказали срочно прийти, я пришла. Что может быть такое срочное, госпожа Нермин? Я тоже не знаю, что это госпожа Севда. Но они хотели встретиться лично с вами. Госпожа, гости, которых вы ждали, пришли. Пусть зайдут. Что значит Уйгар вышел, Куртбей? Я собственноручно поймал его и сдал его вам. Али, я сдал его с оружием убийства, Куртбей. Послушай, Али, то оружие не оружие убийства. Баллистическая экспертиза это подтвердила. Как это возможно? Как ты понимаешь, твоего отца убил не я. Я месяцами находился в тюрьме, будучи невиновным. Ложь. Он врет. Ты убийца моего отца, паршивый мерзавец. Пожалуйста, успокойтесь. Севда, Убийца. Ты убийца, паршивый мерзавец. Севда, Ты убийца моего отца. Ты убийца, мерзкий тип. Я не оставлю тебя. успокойся. Я ничего не делал, женушка. Убийца уже давно сдался. Еще и женушка говорит, женушка говорит. Севда, успокойся. Разве я могу такое сделать? Могу убить отца любимой женщины? Разве я могу предать свою любовь? Еще о любви говорит. Да накажет тебя Бог, пусть накажет. Разведите. Разведите меня с этим человеком. Сделайте что-нибудь. Я больше не хочу состоять в этом браке. Это не так уж и легко будет, госпожа Севда. Потому что я все еще очень сильно люблю тебя. И я ни за что не разведусь с тобой. Как тебя выпустили на свободу? Кто стоит за этим, Куртбей? Али, как я и сказал, то оружие, которое ты забрал из его рук, не оружие убийства. И ты в это поверил, так? Неважно, поверил я или нет. Правда в том, что Уйгар сейчас на свободе. Думаете, он поверил? Значит, твой папа ничего не сказал. Что? Не сказал, отец того парня позвонил, сказал, что передумал. А парень сказал, что я его сестра на всю жизнь. Что папе сказать на это, ничего не сказал. То есть это все, и больше ничего? Нет. А что ты хочешь, чтобы он сказал? Ты пытаешься меня разговорить, пилот? Кто? Я? Да нет, еще чего. Смотри, сейчас... Послушай, иди сюда. Идем. Идем, послушай. Слышишь, бьется. Тук, тук, тук-тук. Почувствовала? Ну тебя, пилот. Разве так не произошло? Пока твоего папы нет, может, я получу поцелуй? Самый чувственный. Ну уж нет. Посреди улицы стой. Да что будет? Будто есть те, кто не знает. Верно. Пилот! Что ты опять сделал? Что я сделал? Это... Ничего.
Мы с госпожой Дуйгу просто разговаривали. Что происходит, папа? Ты молчи. С тобой мы позже внутри поговорим. Что происходит, Ильхан? Разве спрашивается это? Пилот опять сделал свое. Пошел угрожать парню, потому что тот приблизился к Дуйгу. Что сделал? Что я сделал? Угрожал. Ильхан, можешь успокоиться? Кто кому угрожал? Пилот угрожал Зефи. Господин Ильхан, это не совсем так, как вы думаете. То есть как? Так ты возьмешь мою дочь? Угрожая людям? Отвечай мне, угрожал или нет? Не угрожал? Тогда почему он упал в обморок? Мы, как два цивилизованных человека, поговорили. Я сказал, я люблю Дуйгу, а ты, парень, отойди. А потом он взял и упал в обморок, так? Господин Ильхан, он от страха упал. Парень, ты не вмешивайся, блин. Вмешивайся, Ильхан, Кадверди. можешь успокоиться, пожалуйста? С тобой что-нибудь случится спокойнее? Мираль, мы в каком веке живем, ради бога? Раз на то пошло дело, избил бы еще. Нет, ничего подобного. Господин Ильхан, я с того дня, как дал вам слово, я не прибегаю к рукоприкладству. Ничего подобного. Не так ли, Хюдверди? Парень, говори же, блин. Этого дебила, этого парня я разве ударил? Господин Ильхан, брат-пилот этого парня вовсе не бил. Он от страха упал в обморок, и костюм его испачкался. Это все сахар в крови. У него упал сахар. У парня и так будто было малокровие. На этот раз ты выкрутился. Но если я еще раз услышу об оружиях, избиении и угрозах, забудь о том, чтобы видеть Дуйгу. На этом все. Он сказал, вмешивайся. Мама, смотри, я нарисовал дом. Какой красивый дом. Чей это дом? Дядя Али. Тебе очень понравилось это место? Да. Останемся здесь. А дядя Али разрешит? Если ты захочешь. Хочу. Ты почему не хочешь, чтобы папа пришел? Ты зол на него. Что случилось, что такое? Я к Али пришла. Нет Али дома. Сестра Севда? Алиджан? Мы отныне останемся здесь, знаешь? Да? Значит так? Алиджан, давай, сынок, продолжай рисовать. Госпожа Севда. Ты как все еще ходишь за Али? Госпожа Злэм, послушайте, это ты меня слушай. Ты. Твой папа убил моего сына. Сына Али, за которым ты бегаешь. Нашего сына. Это тебе ничего не объясняет? Ты как все еще можешь ходить за Али? Как еще можешь считать себя достойной его? Если хочешь, ты оставь, пусть это решит Али, хорошо? Сулейман, мой сын сейчас из-за твоего сына в могиле. Еще встала передо мной и разговариваешь. Госпожа Злэм, послушайте. Я хорошо понимаю вашу боль. И я расплатилась за это, несмотря на то, что моей вины в этом нет. И все еще расплачиваюсь. Но не забывайте этого.
Если бы в тот день папа не бросился перед Али, сейчас бы ни ваш сын Алиджан, ни Али не были бы живы. Вы об этом знаете? То есть потому, что твой отец спас жизнь Али, мы квиты, так? А Сулейман? Его смогло вернуть легендарное самопожертвование твоего отца. Если бы я не знала, что ты настолько эгоистична, чтобы бросить Али с болью и сбежать, подумала бы, эта женщина влюблена в Али и нападает на меня от ревности. Жаль. Ты кто такая, что смеешь судить о моей любви к Али? И Али я вовсе не понимаю. Будет хорошо, если попытаешься. По-моему, для тебя будет лучше. Али. Али. Уйгар на свободе. Я знаю, что этот подонок вышел из тюрьмы. Но его поступки не сойдут ему с рук всегда. Обещаю тебе. Брат, я прошу работу. Какая работа, сынок? Ты принял это место за рабочее или за офис по поиску рабочих мест? Брат, мне очень нужно. Иначе бы я пришел сюда. Мы те дела бросили. Ты меня неправильно понял, брат. Я в те дела больше не вяжусь, даже если умру. Мне нужна чистая работа, с большим доходом. Мне надо содержать семью, брат. И идти мне больше некуда. Блин, сынок, у нас не бывает чистых дел. А ты не подходишь под наши дела. Понял? Экрам, выпроводи его. Не буду возиться с ним среди стольких дел. Давай. Брат, пожалуйста. Давай. Я очень сильно нуждаюсь, брат, пожалуйста. Давай, сынок, в другую дверь. Я очень нуждаюсь. Права есть? Есть, брат. Но сколько получают водители? Брат, ей-богу, мне нужно много денег. Я буду содержать семью. Сынок, не такой водитель. Завтра приходи, поговорим. Спасибо, брат. Давай, не тяни и уходи. Ладно, давай. Алло. Господин, недавно приходил брат Севды, Сенат. Попросил работу у Видата. Он, кажется, использует его в перевозке. Завтра придет, чтобы обсудить детали. Хорошо, Экрам. Остальное я уложу.
Алло, Куртбей? Sinan, Синан, hemen buraya сейчас же gel. приходи сюда, нам надо увидеться. oldu? Что случилось? Зейнеп что-то? Yok yok. Нет, нет, нет. Sen gel. Ты ama. приходи, приходи. Acil ama oyalan. Но это срочно, не отвлекайся. Хорошо, иду. Едем. Вас Куртбей отправил, да? Что ты говоришь? Забей, ладно. Раз людей отправишь, зачем звонишь ты? Какой странный человек. Hayır. Нет, нет. Сколько раз мне повторять? Сначала он убедит меня в том, что является человеком, а уж потом все остальное. Ильхан, даже у меня уже душа ноет. Не видишь, что я расстроилась? Ты когда успел стать таким хладнокровным? Папа, я ведь до сегодняшнего дня не перечила ни одному твоему слову, так ведь? Что бы ты ни сказал, я сделала. Папа, немного и ты пойми меня. Мы с пилотом любим друг друга. Я не могу выйти за другого. Хорошо. Если тебя осчастливит несчастье твоей дочери у тебя на глазах, если осчастливит, я и на это окажу уважение, папа, если ты этого хочешь. Зачем мы приехали сюда? Госпожа Хария, кое-кто ждет вас внутри. Спросите его. Прошу. Ты. Ты? Что ты здесь делаешь? Как тебя выпустили на свободу? Как тебя выпустили на свободу? Госпожа Хария, потому что я не виновен. Они не могли больше удерживать меня там без причины. Никакой ты не невиновный. Ты убийца. Ты убийца Кюксала. Госпожа Хария, выслушайте. Убийца. Убийца. Мама, Убийца. постой, постой. Убийца. Выслушай, брат Уйгар не виновен. Я тоже сначала не поверил, но он все мне рассказал. Ты? Как ты можешь называть братом убийцу своего отца? Настоящий убийца сдался, мама. Что? Что? В моей книге о мужестве написано, что нужно позаботиться о своей любви. Ты в порядке, Хюдаверди? Этот огонь уже попал в мое сердце. Я очень люблю тебя. Люблю больше всего. Хорошо. Ну ладно. Я спешу, извини. Если скажешь, что тебе нужно ждать вечность, я подожду. Хюдаверди. Хюдаверди, что происходит? Дядя Ильхан,
Я попытался рассказать Изге о своей любви, как брат-пилот, но не получилось. Я люблю так же сильно, как и брат-пилот, но не могу объяснить. Вот бы мог объяснить. Тогда и Изги полюбит меня, как сестра Дуйгу любит брата-пилота. Боже мой. Дядя Ильхан, слушаю. Брат-пилот очень сильно любит сестру Дуйгу. Я понимаю такое. Его любовь такая же чистая, как и моя к Изги. Когда влюбленные теряют друг друга, они сильно расстраиваются. Не расстраивай их. Я должен был поработать над этим. Плохо получилось. Он сделал все это, потому что я отобрал у него Севду. Устроил ловушку, чтобы убрать меня. Но жертвой этой ловушки стал несчастный Кёксал. Пусть покоится с миром. Я знаю. Знаю, что вы очень расстроены, но я расстроен не меньше, чем вы. Да и я потерял очень дорогого мне человека, моего тестя, Кёксала. И мою единственную любовь на этом свете. Меня обвинили в убийстве отца Севды. Что может быть для меня ужаснее этого? Хотя бы то, что убийца нашелся, станет для вас всех утешением. Но вот увидите. И в этом деле будет замешан Али. Вот увидите. Увидим. Знаю. Знаю, я тоже совершил некоторые ошибки. Но среди них нет убийства отца моей любимой женщины. Вы моя семья. Я не причиню вам вреда. Оставайся здесь. Нет, я тоже пойду. Я не хочу, чтобы ты запачкал руки в крови этого мерзавца. Не переживай, Севда, ничего такого не случится. Хорошо, тогда идем вместе, давай. Вы ведь верите мне? Уйгар! Мама? Синан? Что вы здесь делаете? Мерзавец. Наконец-то ты вернулась домой. Уйгар, что ты сделал, что тебя выпустили? Ты расскажешь мне. Если кто-то здесь что-то делает, то это ты. Но твой план не сработал. Как видишь. Все узнали, что я не виновен. Уйгар, кто вытащил тебя на свободу? Кто? Улики, господин Али. Я на свободе благодаря уликам. Какие улики? Ни одна улика не сможет оправдать тебя. Ты убийца. Моя несчастная жена. Как этот тип промыл тебе мозги? Послушай меня. Как ты поменял пистолет, которым убил Кёксала? Кто помог тебе? Я не знаю, кто стоит за тобой. Но узнаю. И отправлю тебя назад. Севда. Господин Уйгар не виновен. Вы поймете, мама. Рано или поздно поймете, что этот мерзавец виновен. Это Севда поймет, госпожа Хария. Не переживайте.
Она все увидит. Вы видели Али, да? Как он рассердился из-за того, что испортили его игру. Устроил перед вами шоу. Но теперь, что бы он ни сделал, все зря. Ты можешь в это поверить? Они на стороне этого мерзавца. Они защищают убийцу моего отца, Али. Кто знает, что он им наговорил. Не волнуйся. Они узнают правду. Все увидят правду всегда. Дуйгу, не расстраивайся так сильно. Не грусти так. Обещаю тебе, что мы придумаем способ убедить твоего отца. Хорошо? Дуйгу, Слушай, папа. скажи, пусть придет сегодня и попросит твоей руки. Что? Как это? Минутку, минутку. Скажи пилоту, пусть придет сегодня вечером и попросит твоей руки. Папа, спасибо. Спасибо. Моя дорогая, дорогая. Думаю, тебе следует позвонить пилоту. Твой отец может передумать в любой момент, не так ли? Тогда, с вашего позволения, я пойду. Моя дорогая. Ильхан, ты очень хорошо сделал. Посмотри, какая она счастливая. Слушаю, Дуйгу. Алло? Ты занят вечером, пилот? Дуйгу, разве могут у меня быть дела важнее тебя? Хорошо. А сейчас успокойся. Если стоишь, то сядь куда-нибудь. Что? Что случилось, Дуйгу? Не пугай меня. Если что-то случилось, то сразу говори, не заставляй меня нервничать. Садись. Говори. Я поговорила с отцом. И? Ты можешь прийти вечером попросить моей руки. Что? Дуйгу, ты это серьезно? Послушай, ты ведь не шутишь? Нет, я не шучу, я вполне серьезно говорю. Хорошо, сейчас я кладу трубку, приходи вечером, хорошо, будем ждать. Хорошо, тогда я сейчас приду, хорошо? Давай. Пилот? Что случилось? Видат. Да. Дуйгу. Боже! Боже! Парень. Господин Ильхан. Сказал, чтобы я пришел просить руки. Сегодня вечером, Видат, я становлюсь женихом. Боже мой, ладно, парень, боже. Успокойся. Как сильно ты, оказывается, хотел жениться, друг. Что я сейчас буду делать? Как пройдет время, Видат? Парень, что делают, когда просят руки? Что-то покупают, да? Нужно купить. Сделаем так, не будем задерживаться, да, Видат? Сделаем. Давай. Лахмаджун. Боже мой. И что теперь будет? Послушай, не думай об этом сейчас. Иди домой и отдохни. Я все решу. Хорошо? Обещаю тебе. Давай.
Учитель Али! Учитель Али! Пилот. Господин Ильхан. Господин Ильхан согласился. Он все-таки выдаст за меня свою дочь. Выдаст за меня Дуйгу. Надо же, я очень рад. Поздравляю. Он сказал, чтобы я пришел сегодня вечером. Сказал, чтобы пришел вечером просить руки. Ну и что сказать? Пусть Бог пошлет вам счастье. Аминь, аминь. Он сказал сегодня вечером, то есть, кто будет просить его руки? Ты будешь просить? У меня есть только брат Видат и ты. Больше ведь никого нет. У тебя нет близких, кого-то из старших? Нет, учитель. Как я и сказал, я пришел в эту жизнь одиноким. Есть только Видат, и теперь ты. Заменишь мне старшего брата? Не оставляй меня одного. Приходи сегодня. Давай вместе попросим руки моей Дуйгу. Конечно, попросим, пилот. Попросим. Боже, ты настоящий человек. Настоящий. Это твое добро. Я никогда в жизни не забуду. Ты король. Ты мой брат. Ты готов? Почему вы так смотрите? Вам не понравилось? Понравилась, дочка? Ты очень красивая, не сглазить бы. Ильхан, ты видишь, когда эта девочка выросла, что сейчас улетает в свое гнездо? Ты сразу же отправила ее из гнезда. Пусть придут, просят руки. Мы же не сказали, что завтра устроим свадьбу. Не надо спешить, как будто крадете вещи при Повернись. пожаре. Великолепно. Давай, учитель, давай. Лишь бы этот учитель пришел, пока этот господин Ильхан не изменил свое решение. Пришел. Хорошего вечера. Я же не опоздал, не так ли? Нет, учитель, в самое время. Ну, пилот. Волнение есть? Если не умрет от сердечного приступа, пережив столько выстрелов, будет очень хорошо. Может, уже войдем, учитель? Давай. Сынок, почему ты так делаешь? Разве я тебе не сказал срочно прийти? Возникло недоразумение. После того, как вы позвонили, машина забрала меня, и я подумал, что ваши люди... Ладно, хорошо, не затягивай. Ты ищешь работу. Да еще и в нелегальных местах. Откуда вы это знаете? Смотри, Синан. Я позволил тебе встречаться с моей дочерью. Но... если ты впутаешься в грязные дела, заставишь меня пожалеть. В этом мире я больше всего ненавижу жалеть о принятых решениях. Нет, я правда отправился туда для хорошей работы. Я найду тебе чистую работу. Ни за что не впутывайся в грязные дела. Правда? Я вначале вас неправильно понял. Вы действительно хороший человек. Синан, ты любишь мою дочь? Да. Как сильно? Очень люблю. Насколько сильно? Люблю больше жизни. То есть ты говоришь, это не просто ветер. Нет, разве можно так, господин? Я люблю Зейне больше своей жизни. Больше жизни. Больше жизни, не так ли? Зейнеп. Она больна. И очень сильно больна. В любой момент. Она находится между жизнью и смертью. И я больше ничего не могу сделать. Есть одно решение, которое ей способно помочь.
Пересадка сердца. Пересадка сердца? Мерьем Султан, сказали, что у отца гость. Или это Синан? Все это будет выпито, хорошо? Господи. Выпей воды. Здоровье ваше, Буркойм, очень вкусно получилось. Я говорю, может, уже перейдем к делу? Господин, причина нашего визита известна. С позволения Господа и помощью пророка мы просим вашу дочь Дуйгу для нашего брата-пилота. Молодые поговорили, договорились. И, обговорив, даже не удосужились сообщить нам. Теперь, приняв решение жениться, чтобы не было стыдно, они говорят нам об этом. Ильхан, дорогой Господи, разве сейчас время для шуток? Клянусь, у детей сейчас сердечный приступ будет. Достаточно уже хорошо, давай. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо? Сказал хорошо? Хорошо? Не тебе хорошо. Не мне? Да постой, пилот. Сынок, ты не позволил мне культурно сформулировать эту фразу. Брат Ильхан, прошу вас. Господа, молодые познакомились, договорились. В таком случае нам остается пожелать счастья. Отдал, теперь ваше. Он сказал отдал. Сказал отдал. Господи! Дайте поцелуй. Поздравляю. Счастья. Поздравляю, пилот. Спасибо тебе. Поздравляю. Благодарю, учитель. Учитель, что делать с кольцами? Дай мне. Брат Ильхан, если удобно, мы наденем кольца. Устроим помолвку. Давай мне. Ну, давайте. Будьте счастливы всю жизнь.
Мы пришли на место, где начнется большая игра, Сарп. Отныне ничто не будет как прежде. Ты сейчас иди. Придешь и заберешь меня, когда я позвоню. Хорошо. Брат, я не могу поверить. Клянусь, не верю, честно, не верю. Эти кольца теперь наши с Дуйгу обручальные. Да, пилот. Ты можешь поверить? Это ваши обручальные кольца, и я надеюсь, что они останутся на ваших пальцах на всю жизнь. Спасибо. Надеюсь, не будешь носить всю жизнь с этим бантом. Буду носить, что такого? И вообще, это не бант, а лента. Честное слово, спасибо тебе большое, учитель. Не будь тебя, я бы не смог заполучить доверие Илихана. Я лишь помог тебе найти правильный путь, пилот. Продолжить двигаться по этому пути было твоим решением. Спасибо большое, учитель. Ты поступил как брат. Не могу отблагодарить тебя. Что ты? Давай, я пойду. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Давай, пойдем. Кто это еще посреди ночи? Алло. Здравствуй, пилот. Да я тебя. Как ты выбрался из тюрьмы? Как тебя выпустили на свободу? Если захочешь узнать, кто убийца твоего отца Эрнико, приходи по адресу, что я отправлю. Что случилось, пилот? Ничего нет. Кто звонил? Мне нужно ехать. Пилот? Что происходит, брат? Скажи что-нибудь. Ну хватит, Видат, не затягивай. Что за дела ты проворачиваешь, пилот? Уйгар. Добро пожаловать, пилот. Сынок, смотри, я не буду затягивать. Что ты знаешь о моем отце? Но смотри, солжешь мне. Клянусь тебе, Богом клянусь, закопаю тебя здесь. Прикончу тебя, сынок. Говори. Это не ложь. Я все узнал. И даже узнал, по какой причине убили твоего отца, пилот. Если хочешь, сначала тебе расскажу причину. Он все еще говорит о причине. Забудь о причине, назови мне имя. Кто убийца моего отца? Дай мне его имя. Имя. Хорошо. Раз ты так хочешь. Убийца твоего отца. Али. Али Хироглу. Слушаю, Якуб. Я провел расследование, которое ты просил. Имена, что господин Курт дал тебе настоящие. В этом нет проблем. Но что? Ты можешь быть прав в сомнениях относительно господина Курта, потому что кто-то приказал удалить все связанное с Эрнико. Я не понимаю, как вы можете поверить в то, что этот негодяй Уйгар может быть невинным? Как? Как ты веришь Али? Да еще и слепо веришь ему.
Куда? Севда! Хорошо, я сейчас же приеду. Али. Али. Папа?